Очередное утро, ребят. Сегодня у меня печка еще дымит. В 2 часа ночи я вставал, еще подкинул одно круглое полено целое, ну и еще по мелочи. Отсюда березу, наверное, штука 3 расколотые, которые были. И вчера говорил, что уток нету, и вон так вот пролетели. Очень такой звук, похоже на нырковые утки. С большой скоростью пролетели вон в ту сторону. Между прочим, если от нас, так, получается, запад там, вот где-то вон там, запад, юго-западной стороне, очень-очень большие болота и там озера на болотах. Вон там, наверное, потому что всю осень гуси в ту сторону летят. В ту сторону. Перелетные утки все осенью туда идут. Вот, ну что, какие планы сегодня у меня? Это в первую очередь, конечно же, сейчас проверим донки, жерлицы, поставушки, как еще назвать. Чуть позже развернем бочку, посмотрим, что там получилось. Так что оставайтесь на канале, обязательно покажу. Ну, вижу, что бочка нагревалась очень даже хорошо. И уже будем знать, сколько времени надо сжигать, чтобы угли получились. Сейчас иду за водой, наберу воды. Вот. Чай попью. Схожу, соберу донки. Потом приду. И еще, ребят, сходим за черникой. Еще хочу чернику набрать, потому что у меня пустые. Если черники, ну, ведра, я имею в виду, пустые есть еще. Если черники не будет, можно набрать лисичек. Лисички набрать. Лисички достаточно много в этом году. В 2 местах уже видел в этом походе. Фу. Вот так вот река. Тишина на реке. Ой. Все замерзло, все тело. Я имею в виду кости. Ой, блин. Все мышцы. Не от холода замерзли, а я имею в виду двигаться тяжело. Сейчас вот тело проснется, легче будет. Также много росы, значит дождя не будет. Так думаю. Фу, погасло. Что не так? Упала, наверное, полено. Прижало все. Так. Ну, в общем, сейчас просыпаюсь. В 5 часов будильник сегодня сделал. Потом на минуту еще глаза закрыл, смотрю, уже, бля, без 26. Надо вставать. Потому что вчера в 8 часов встал. И день пролетел очень быстро. Ничего не успеваешь. Просто ничего не успеваешь. Туда-сюда и день прошел уже 8 часов вечера. Вчера 9:30 лег потом.
Ох, как красивая паутина, и сам сидит там внутри, в середине. В середине сидит, в засаде. Вон, хозяин тоже. В каждой паутине паук. Он в середине. Весь оживение, но терпеливо ждут свою добычу. Клещей нет у нас, пауков много. Клещи есть минимум, это редкий случай. Вот такое утро, ребят. Сработки тут нету. Там тоже сзади не было. В общем, иду к лодке. Сейчас буду собирать донки. Тишина вроде как. Или тут. Здесь вроде кто-то был вот тут. Размотал там. Немножко там на катушку, ну, на этот кусок шланга немножко намотал, чтобы знать, был ли подход. Ну, в общем, сейчас буду проверять. Обязательно еще озвучу, где как. Да, сегодня вообще будет жарить, конечно, капитально. Небо чистое. О, голубь. Очень осторожная птица. Дикий голубь. Когда ехал в избушку, на дороге 2 штуки тоже видел. А сейчас один пролетел. Первая донка пустая. Не густо. Но рыбы не было этого живца. Вообще щука не ходит вообще. Если бы ходила, жор был бы. Сработки были бы. Или же сама щука попалась. Тоже тишина. Тоже рыбы нету. Тоже пустой. Странно. Странно, очень странно. Коряга на коряге, ё-моё. Везде. Вот, ну вот куда тут жерлицы ставить? Одни бревна под водой. Как на таежной речке. Вот на таежной речке такая же картина. Вот тут размотала, и там тоже размотала вроде. Все, как сказать, даже тут никого нету. О, вещи скусаны, видите? В труху превратилась рыба. Вот это да. Капец. Вот такие дела, ребят. Кто-то есть, но пока поймать не получается. Не попадает. Тут тоже размотала. И тоже пустой. Тоже пустой, ребята. Видите как? Ой. Хитрый. Хитрый щук. Ладно. Твоя взяла.
там ельчик наш. Живой парень. Про этого ельца и говорил. Сейчас я его отпущу. Вчера об этом говорил. Он бойкий такой, молодец. Держался до последнего. Подхода не было сюда. Вот так вот. Не клюет, ребят, что поделаешь. Хотя одна щука точно есть тут. Тоже сработка была. Тоже пустой. Кто-то подходил. А, есть кто-то, ребят. Кто-то сидит. Да не может быть. Опа. Щуряга. Опа. Хорошенький. Вот он. Щук. Хорошо проглотила. Вот так вот. Ну и все, ребят. Щучку поймали. Капроновая нитка. Миллиметра или 1,5 миллиметра даже. Хорошо проглотила. Прям отлично. Вот так вот. Первый вчера он как бы у меня крючок на этой траве был. Наверное, подходил как-то и не проглотил. А сегодня вот удалось поймать. Хорошая щучка. Последняя донка. Тоже вроде размотка есть. Или... живец, наверное, ходит. Живец. Не, щучка, ребят. Там щучка сидит. Щука. Щучара. Опа. Тоже проглотила, капец. Опс. Да. Стандарт. Один размер. Опа. Вот так вот. Ну что, ребят. Хороший улов. Две щучки. Тоже проглотила, придется ножом вытаскивать крючок. В этом походе рыбалку закончил, проверил и забрал все донки, что я оставил на щуку. Сегодня с уловом. 2 щуки попалось. Они хорошие. Самое то. Такой размер, ребят, самый вкусный, поверьте. Трофейные щуки интересно ловить, но она уже, у трофейных щук уже мясо другое. Вот. Некоторые зрители спрашивали в комментариях, где Олег, говорит, щука. Вот, пожалуйста. При желании можно поймать. Вот. В это лето у меня, конечно, планы были поймать язя, но не получилось. Сейчас уже время идет к осени, и вряд ли, наверное, он попадет. Но здесь, в этом месте, они не живут. Надо пониже спуститься. На половину пути от избы до села, там, в тех местах язи водятся. А здесь практически их нет. Но есть тоже, но немного. Вот. Как видели, были еще, показал, озвучил поклевки. И основные донки без живца были. Или рыба дергает
щука или сама как-то умудряется выходить, но не должно. Как бы крючки большие и может щука дернула. И одна плотва уже вся убитая была там. Короче, искромсал там щука. Так что следующий поход, когда с ночевкой приеду, если удастся поймать живцов, то снова я поставлю донки также. И рыбалка на щуку, конечно, будет еще. Вот, что еще? Сейчас я пью чай и съезжу на сбор черники. Еще хочу пособирать чернику. Если ягод не будет, задерживаться долго не стану. Я соберусь и поеду домой. Вот такие планы. Но сперва надо мне почистить рыбу. Они проглотили крючок. Без ножа просто не вытащить. У них крючки вот тут. Прям на горловине сидят. А эта плотва, конечно, вот так вот искромсала щука, но хитрая, не проглотила и не попалась нам. Хотя видно, что это не из мелких. Частенько так бывает. Но сразу скажу, на этой рыбалке я увидел, что рыба вообще стоит. Даже сорная рыба и то не клюет. Не говоря о щуке. Всему виной, наверное, вот эта ясная погода. Они любят тоже, как сказать, пасмурную погоду, дождь. В такую погоду больше ходит рыба. И жор у них. Ладно. Вот такое утро. Хорошее начало, между прочим. Очень даже хорошее. Сейчас я чищу рыбу и за ягодами. В сосновом лесу собираю ягоды и грибы. Вот, смотрите. Грибы вышли. Там возле дороги еще пару штук на трицикле оставил. И тут попадаются такие вот хорошие подосиновики. Вот. Черники совсем мало. Очень мало. Мелкая. Очень мелкая и мало. Уже много прошел в холостую. Здесь вот такое место. Раньше собирал, здесь еще пройдусь зигзагом. Если нету, то дальше пойду. Ну, это, конечно, я не знаю. Целый день мне придется искать, собирать. Вот тут один комбайн, пол комбайна набрал. Вроде она местами есть, но мелкая. Хотя тут черничное поле. Такой лес. Рябчик свистит за спиной. Пару раз свистанул. 2 рябчиков я еще видел. Так что, ребят, в этом году, в этом сезоне, если птица не уйдет, рябчики немножко есть. Бывает, они сейчас есть, потом уходят, мигрируют, перемещаются. Что-то не нравится кормовая база или еще. Хотя черника достаточно для них. Очередные грибы. Вот он один. Там еще вроде второй. Даже 3, 4. Нормально. Вот он. Ой, крепыш. Прям вон он как сломалась.
До такой степени крепкие ножки. Тут еще 3. Великаны такие. На высоких ногах. Потому что здесь этот с мхом место. Поэтому, думаю, высокие ноги. Крепкие, толстые. Вот так и иду. Вообще пустота. Очередной рябчик. Или голубь, я не понял. Что-то далеко улетел. Наверное, голубь. Небольшой перекур. Поляну нашел, там собрал. Чуть больше половины ведра получилось. Потом закончились ягоды. Остановился забрать грибы. Вон там еще один. Подосиновики. Хорошие. Вообще все хорошие. Свежий выход. Но сейчас потеплело, конечно, черви пойдут. А так все здорово. Увезу домой. Пожарим. Не знаю, куда дальше идти. Опять искать. Еще бы какую-то поляну небольшую. Хочется наполнить это ведро. Не знаю, получится, нет. Вкусная. Между прочим, черника тут. От села. Сейчас. Вон еще один был. От села собирал. О, и вот тут еще. Тут я прошел. Не заметил. Вон они. Кругом грибы. Особо на них внимания не обращаю. Чернику смотрю, вон там крупный. Кусты, везде кусты черники. Самые ягоды что-то нету. Грибов много. Если чисто грибы собирать, думаю, много можно найти, если зигзагом так пройтись. Наша цель сегодня это ягода черника. Да как-то еще пособирать. Там еще вот вижу кусты хорошие. Может будут еще. То там прошел я круговую. Начал выходить обратно. Все. Спина устала. Невозможно уже. Долго хожу, долго ищу. Местам попадает там. Ну, вот столько набрал. Все, терпение закончилось у меня, ребята. Никак не наполняется. Никак. Хотел с горочкой. Там он утрамбовывается и уплотняется. Везде кусты. Видите, кругом вот черничные поля такие. Но черника бывает попадает буквально там 4 метра диаметром. Участок такой, поляна. Все. По сторонам уже нету. С чем это связано, не могу понять. Или может заморозки были какие-то. Или же еще от дождя цветки упали. Вот везде подмораживает, а в некоторых местах такие вот участки без заморозков. И там вот черника уродилась. Ну, хватит, нормально. Полных 2 ведра получилось у меня. И еще как бы, 2,5 литра. Ой, ведра. Примерно общей сложности 2,5 ведра. Ладно, надо идти дальше, выходить, все, хватит. Вчера не заметил, вон гриб, тут еще. Который раз выезжаю, вчера 2 раза выезжал, наверное.
огромный. Не очень хороший. Даже пробовать не стану. Вообще гнилые. Чуть-чуть потеплело, сразу резко черви пошли. Моментально. Этот хороший. Тут забираю. Прям хруст такой хороший был. Грею вчерашний суп. Немножко надо покушать. И самое главное, сейчас, ребят, посмотрим, переверну бочку и посмотрим, какие угли там получились. Вот. Сейчас сперва уберу песок вокруг бочки и уже посмотрим. Ну вот, ребят, что получилось у нас. Такие угли. Некоторые вообще не догорели, прогорели. Вот такие угольки. Вот это хорошие, добротные. Некоторые перебор сгорели. Ну, мешок буду соберу, в общем, и уже в ход пойдут дома. Более крупные. Но нижние, как всегда, там огня не было, и они там целые. Вот. Это тоже в середине не сгорело. Ну, в общем, выбирать буду, собирать. Все убрал. Здесь территорию еще граблями уберу. Ну что сказать, давайте сделаем вывод. Я вам показывал, сколько дров я в бочку сложил. И вот столько осталось. Это нижний ряд, короткие. Которые были, ну, огонь меньше попадал. И из этой бочки
из этой бочки. Вот столько угля у меня. Вот. Больше половины. Не знаю по весу сколько тут. Килограмм 5 от силы может быть. Но угли хорошие, мелкие. Он сразу моментально разгорится и сразу седой уголь станет, там жар хороший будет. Я так думаю. В амбаре оставлю, в другой раз увезу домой. Я думал, там пару мешков будет с одной бочки. Да нет, ребят. Хотелось попробовать, попробовал, но, ну, знаете, для разнообразия можно. Вот когда много дров у тебя, просто бесхозных, там море времени, вот просто нечем заниматься, там приехал, разжег там костер и вот это все дело сделал, отдыхаешь, там костер горит, уголь готовится. Вот. И я думаю, даже чуть-чуть меньше надо держать в огне бочку, потому что слишком мелкие они стали, угли. И еще момент, вот такой способ, когда лежит на земле бочка и сбоку кострище, для выгонки смолы это нормально, для заготовки угля это ненормально. Знаете, надо как-то сделать, чтобы снизу тоже огонь был. Снизу, сбоку, сверху, хоть где, но снизу, чтобы тоже все прогорело. Но это уже, как сказать, специальное надо какой-то вот бочку или еще из какого-то материала сделать. Но этого я делать, конечно же, не стану. Если мне понадобится уголь, я вот так на скорую руку могу сделать. Вот. Но все получилось. Я волновался, что не получится. И думал, что получится намного больше. Но я показал, что вот именно получилось. Получилось больше полмешка угля. И реально можно самому это все дело сделать. Но скажу вам, выгоды мало что есть. Конечно, дров сколько ушло вот на растопку. Это считай, сколько у меня тут было. И здесь у меня там где-то 9 или 10 чурок было. Вот так. Три таких пропиленных бревна было. Там 10 чурок. И отсюда еще с десяток, наверное, чурок я тоже расколол. Потом мусор оттуда. И возле бани там еще две большие, как сказать, бревна были там 1,5-метровых. И все это я, как сказать, сжигал, чтобы было пламя. Вот. Так что надо продуманно сделать. Как-то вот такую вот штуку. Как-то вот, чтобы, я не знаю, или бочку на ногах, чтобы была бочка на ногах. Потом трубка, чтобы торчала куда-то в сторону, чтобы деготь уходила. И вот снизу, чтобы огонь все, как сказать, захватывал. И все равномерно, чтобы горело. И тогда все получится. Чтобы был бочка на весу. Вот такие дела. Ладно, сейчас я, ребят, что я делаю? Буду убирать территорию, обедаю, собираю все вещи, шмотки и газку домой. Все. На этом буду заканчивать. Можно, конечно, лисички еще собрать, чтобы сдать. Но он, блин, дешевый. 60 рублей килограмм. Да и в багажник много не насобираешь. Надо прицеп, чтобы много грибов собрать. Больше груза увезти. Если взять вот этот уголь тоже. Вот такие дела. Ладно. Сейчас буду убирать все это дело и обедать. Ну, вроде все в порядке. Вставляю избушку. Один лук осталось.
поставил, вот сюда повесил. Спасибо, изба. До новых встреч. Вроде ничего не забыл. До новых походов. Загрузился. Я еще, ребят, у меня, в общем, расфасовал. Там получилось 2 ведра полных черники и еще 1 бидон 5-литровый тоже. И одно ведро еще пустое там. Короче, решил еще остановиться и набрать лисичек. Лисички наберу и по пути еще грибы пособираю. Вот. В общем, территорию все убрал. Здесь тоже чистота, порядок. Ну, кругом, в общем, все нормально. Лодку опрокинул чуть ниже на берегу. Здесь крутой берег. Все плохой. Вот. И поеду. Сперва пособираем лисичек. И потом уже. Сюда уже возвращаться не стану. Удочки оставил. Ящик с снастями все оставил, потому что не влезает. Пилу решил взять с собой. Кроме этого еще взял топор отсюда. На ремонт увезу. Отремонтирую и надо поточить. Вообще он, короче, болгаркой там шлифану, поточу. Вот. И. Как получится, снова приедем. Обязательно. Осенью чаще я буду сейчас приезжать сюда. Еще приедем на сбор грибов. Для соления там и ягоды еще, может, пособираю. Вот. Для себя надо. Это я сдам в приемный пункт. А в следующий раз, наверное, для себя. Там для заморозки там пособираю. Чтобы заморозить и высушить еще. Вот, хотя бы литров 10, если для себя наберу, для семьи. Пока, наверное, хватит. Потом клюква, брусник. Брусники нету, но клюкву еще можно набрать. Такие планы. Ладно, погнал я. Все. Вот и лисички. Ага. Хорошие. Сегодня с ножом собираю. Достаточно много их. Чтобы лисички собирать, надо на машине, чтобы были. На мотоцикле много не увезешь. Вон утки. Раз, два, три. 3 чирка кормятся. Все заметили на меня. Насторожились. Плавают. Всего только 3 штуки. На другом берегу вон. Надеюсь, видите. Чего они не взлетают? А? Черки, как и говорил. Черочки. Вон там сидели. Что-то выводок совсем маленький. Вот еще. Да везде они. Где старица, там и лисички.
Спотел, что-то душно. Духота. Мягкий. Но отходит уже. Между прочим, не такие они упругие, как должны быть. Сезон кончается. Да, они до снега еще будут выходить. Одна партия выйдет там. Смотришь, уже вторая партия будет выходить. Наберу ведро, хватит. Вот, короче, у меня вот такой пакет получилось. Это подосиновики. Ну и лисички еще ведро. Вот. И решил, ребят, больше сегодня не заморачиваться с грибами. Сейчас я уже все конкретно закреплю резиной вот этой. И все, поеду без остановки. Так что хватит. Грибов достаточно. Это еще будут грибы. В течение месяца можно набрать вот столько. И между прочим, здесь тоже один гриб я видел для соления. Ну, блин, вот чуть-чуть потеплело. Еще дождь был бы, и сейчас, наверное, в скором времени уже для соления тоже пойдут. Gelesenize. Так чурышта. М'ятті не буде стати. Не покажите же. Тут, ребят, я проскочил нас нагрузкой. Думал, тут застряну. На будущее надо присмотреть, где ездить дальше. Вот тут, может. Совсем нехорошо. Вот тут еще можно проскочить. Или прям посередке. Там капец яма. Не очень приятное место. Ну все, ребят, походу заканчиваю. Ждите новые фильмы, новые походы. Тут уже немного осталось.